Мы продолжаем знакомить вас с приемными семьями. И сегодня побываем в гостях у Марины Михайловны Бакаевой. Так сложились обстоятельства, что 2 года назад наша героиня переехала к нам в Якутию из Кемеровской области вместе с приемными детьми, которым уделяет все свое время. В 2011 году взяла Алину. Потом это вот мои родные племянники Максим с Таней. Мы с детства все вместе. Потом вот их маму вот убили. И вот я их к себе забрала. И так вот у нас получилась и семья. В 11-м я взяла Алину, а в 13-м Таню с Максимом. Никаких трудностей не было. Они меня знают с детства. Благодаря Марине Михайловне дети растут в семье и строят планы на будущее. Мне 17 лет, учусь в ПТУ 16 на открытые горные работы. Через год, получается, уеду в Хандыгу учиться. Потом в будущем хочу сдать на права, потом, может, на высшее отучиться, завести семью, дом, это вот все. Может быть, даже свой построить. Максим, а расскажите о ваших родителях. Родители нормальные, отличные. Вот, мама меня воспитывала с детства. Научила меня там всему, уму-разуму. Я учусь в первой Мархинской школе, 8 класс. Мне живется нормально, дома в достатке, все есть, никто не обижает, и все отлично. По хозяйству помогаю. А какие планы у вас на ближайшее будущее? Отучиться в школе, желательно я хочу поступить на дизайнера и дальше пойти работать. А на дизайнера чего? Дизайнера домов, интерьера дома. Я учусь в первой Мархинской школе, в 5 классе. Люблю рисовать, иногда сижу в телефоне, маме помогаю. Марина Михайловна испытала в жизни немало трудностей, и благодаря детям она преодолевает все сложности. Ну вот вы, как приемная мама, у вас такие хорошие дети, да? О каком будущем для них вы мечтаете? Ой, хочу, чтобы выучились и нашли нормальную профессию, чтобы замуж рано не выходили, не женились, успеют. Потому что я вот в жизни у меня тоже так получилось, что мама рано умерла, осталась сестра у меня на руках, что сама не выучилась и толком никуда не могу устроиться. Не хочу, чтобы дети также, чтобы учились. И нашли хорошую себе профессию. Нам бы очень хотелось, чтобы Максим, Таня и Алина смогли реализовать мечту Марины Михайловны и стали успешными людьми. И залог для этого они получают, воспитываясь в семье. Пусть без достатка, в простых условиях, но благодаря атмосфере добра и поддержки друг друга, царящими в их доме, они получают самое главное – ценность семьи, что определяет жизнь любого человека в будущем. У детей из детского дома, да, есть некий такой свой опыт личных границ, да, когда ребенок вырастает в среде, где есть некий такой режим, да, когда нет своей личной такой границы, когда нету своих даже личных игрушек. Да, и поэтому ребенку из этой среды, попадая в среду семьи, ребенок может испытывать некие какие-то трудности. Если мы говорим о личных границах, да, это воображаемые такие линии, да, когда мы ставим перед собой для себя какие линии и где нам комфортно, удобно, да, это может быть связано с нашими эмоциями, с какими мыслями мне комфортно, да, или с какими вещами вокруг мне удобно, мне комфортно. Это может быть мое физическое тело, это может быть мое время, мои эмоции, да, то есть это мы все указываем в личные границы. Каждый родитель, да, если будет учитывать и уважать границы ребенка, то тогда ребенок будет расти в любящей, понимающей среде и обстановке. Самый лучший такой пример, да, для родителей – это свой собственный пример. Если вы будете уважать границы вашего ребенка, то и ребенок будет также относиться к окружающим, к своим людям, близким и вообще к миру. Это у нас братья Сарел и Сандал. Сарелу 3 года, а Сандалу 2 года. Сарел у нас очень эмоциональный, любознательный мальчик.
На занятиях он проявляет активность, предпочитает подвижные игры. Со сверстниками в группе он очень дружелюбен, к малышам проявляет заботу, особенно к своему брату Сандалу. Сандал у нас очень ласковый, доброжелательный мальчик. Он с большим интересом узнает что-то новое, любит играть с машинками, конструктор. Вот, настольные игры тоже любит. Братья все время проводят вместе. Сарел проявляет интерес к занятиям. Сандал и Сарел очень подвижные и активные мальчики. Братья любят играть в различные игры. Мы очень надеемся, что Сарел и Сандал обретут семью. Убай, где Сандал? Знакомьтесь, Харыстана. В феврале ей исполнится 2 года. Эта замечательная девочка совсем недавно научилась ходить и делает это с большим удовольствием. Она очень подвижная и активная. Это у нас Харыстана. Ей будет скоро 2 годика. Харыстана любит играть в яркие игрушки, любит рассматривать яркие книжки. Харыстана пытается говорить простые слова. Она самостоятельно кушает, пытается одеваться сама, легко идет на контакт. Очень умная девочка. Молодец. Когда у нее все получается, она очень радуется. Ой, осталось. О, зеленый. Молодец. Желтый. О, молодец. Теперь сама Харыстана делает. О, молодец. Хоп. Хоп. Давай, стучи, давай. Молодец. Давай, стучи. О, молодец. Харыстана у нас в группе самая маленькая девочка. Она умеет самостоятельно кушать. Ложку держит правильно. Аппетит у нее хороший. В силу ряда причин маленькая Харыстана оказалась в доме ребенка, и очень хочется, чтобы она обрела семью и росла в окружении любящих мамы и папы. Өтекінен мен атым Тимофей ден, үйістеме Дағосқол школаға вернемен, Юрий Николаевич Прокопьев атығар. Мәм школын президенті болауын, активиха болауын, инген раз көріңдерге бартығыр кіттабын. Мен 9 класс верін әчтемін. Ona bu выпускной күрдіғылым болар. Мен тұруға куповар кондитерға тұттар сары жауын. Или ол кылы отана агрошкола барам тұттарсан көрем. Бәует манна қас иче активиздебін күрдік. Бәм инген раз күріқтіргі кіттауын. Онна инген раз күржоқтырға жауын. Сомаға ден күржоққа жауын. Онна еге бар ең кері бір бағы білдер. Үші активист ден. Но еге бар еме күттамақа өнері ләқтік бар ем. Бұл мен бастағыларым улахан аңара барыта улахан спортсменлар. Ити Иванов Егор Егорович, Тусту мастера, вон Терентьев Харлампий Николаевич, то волейбол мастера, Гаврил Егорович, спорт мастера. Бұл оны мен бәм улахан сидегедердің көдірік марауны хия. Бұл World Skills'ка 2 месте ол будым. Вона бұл тоқа улусный тоқа конкурска шаг в будущее. Мен басқа меселерден тұрардақпын. Вона бұл тоқа кітті өпіт бе сайтың ұрғытығыр, создание сайта.
Onu ühüs mesel buput. Onu bu ingen rast tutulurga kitabın, şiirüylerge, bu krosnastiga, bu bulurun, bu bastı ikis mesel olum turdakpın. Onu bu şak buluş şeyginin boycar. Bastı istepen naktuğum. Bu rasadılar da açım. Bu kasılayı уже 2 yıl bundu, 3 yıl bundu olurdan ere. Kasılayı rasadılar da onu atılıbın. Men ben damaşlı pizzam istaqpın. O ulikalar daqpın. Ulikalarım attara bu vinogradный ulika dem bolar. Onu gayem уже 2 yılın hıcar. Bu ulikalar ahırların elbaq, но только туыстағы халықтар ені хаваттар. Туыстағы халықтар атылыр да сразу уже ағаяқ күнен уже өлі алылыр. Бұл амасан кіп-кірі мәні күрдік, пенопласт күрдік сымыттан тақалар. Ол сымыттан таққан 2-3 жыл ем болан баран уже мәні құлағын күрдік болалар. Это сал. Еще одно увлечение Тимофея – приготовление различных блюд. Беге bu illem комитет алажасты бүтін әблебі сақылы астары бәбет бағарбыт аспытын асты бүт. Басқы ғаняй. Оны бәбет олаттар баран балықтан кіләтші бүт. Оны бәбет иристақ фарштан ең сабылы харачы бүт. Тимофей любит готовить блюда национальной кухни, балуя ими сверстников и воспитателей. И делает он это с большим вдохновением. Много времени Тимофей проводит в спортивном зале. Тимофей добрый, открытый и позитивный парень. Он разносторонне развит и постоянно стремится к познанию чего-то нового. Тимофей любит музыку. Мы очень надеемся, что найдется семья, которая сможет помочь Тимофею раскрыть все свои таланты и воплотить в жизнь его планы.